1,5 часа до границы по реке Ингур, еще час езды по территории Грузии, и группа абхазских журналистов въезжает на режимный объект – арочную плотину Ингургэс. Нас встречает генеральный директор Леван Мибония и технические сотрудники гидроэлектростанции. Почти все эти люди работают здесь с момента заложения фундамента Ингургэса. А было это аж в 60-х годах прошлого столетия. Эти кадры из архива журналиста Руслана Хашик, сняты им в конце 90-х годов. Ингургэс – крупнейшая на Кавказе гидроэлектростанция, расположенная вблизи города Джвари. Генераторы ГЭС с поставленной мощностью 1300 мегавольт расположены на территории Абхазии, а арочная плотина на грузинской стороне. 40% выработанного электричества получает Абхазия, 60% – Грузия. Любая ГЭС использует энергию воды, соответственно, работа гидроэлектростанции напрямую зависит от сезонных колебаний уровня поступающей воды. Максимальный уровень воды в Джварском водохранилище – 510 метров. Аварийная отметка начинается от 440. Сейчас водохранилище вмещает в себя 438 метров. Есть еще и такой нюанс. Чем меньше воды в водохранилище, тем быстрее она уходит. Вот так выглядит плотина, полная воды. А вот какая она сегодня. Как рассказывает Гия Хуго, технический директор Ингургэс, за эту зиму уже израсходовано 72 метра воды. Мы сработали уже в течение зимы, значит, около 72 метра. И у нас еще остается 18 метров на февраль, так сказать, этот уровень хватит до конца февраля. Исходя из сегодняшнего потребления Абхазии, мы точно посчитали, что 1 марта, значит, уровень снизится до отметки 420, это уровень от моря считается, после чего работа турбин запрещается. Гия Хуго поясняет, на одной турбине можно работать при низких скоростях. Так можно дожить до начала паводков. Что турбины совсем станут, там можно работать на одной турбине, одна турбина может крутиться на низких нагрузках. Дело в том, что приток же есть, река Ингури имеет какой-то приток. Постоянно прибывает вода. Вот примерно какой будет приток, нам придется работать до начала паводка на этом притоке. Идет, допустим, 30 кубов. Мы будем использовать 30 кубов. Это примерно там 90 мегаватт, 100 мегаватт. Вот. Сколько будет приток, от этого зависит наша нагрузка за февраль. Значит. А потом посмотрим, как начнется паводок. Будем, если оптимистически посмотреть, она может начаться в середине марта. Но это при самом оптимистичном раскладе. А на деле, конечно, паводки могут начаться и к середине апреля. В таком случае ситуация вырисовывается не из легких. Зимний энергетический сезон начинается в ноябре и длится до конца марта. В этот период мы потребляем 1 миллиард киловатт-часов, а Ингургэс может произвести лишь 800 миллионов киловатт-часов. На вопрос журналистов, а откуда брать остальное, технический директор гидроэлектростанции дает однозначный ответ. Остальное придется покупать, я думаю. Как Грузия, например, постоянно покупает из России. Вот всю зиму мы покупаем. Специалисты Ингургэс говорят, что потребление Абхазии электроэнергии зимой резко выросло. В былые времена Абхазия не потребляла даже полагающиеся ей 40%. Сейчас ситуация изменилась. Лучше всего об этом говорят цифры. Например, в 2014 году наша страна потребила 1 миллиард 623 киловатт-часов. А уже в этом году мы нуждаемся в 1 миллиарде 800 киловатт-часов. Но это в год. Потребление в сутки также возросло. В зимний период в этом году, вот за последнюю зиму, значит, резко выросло потребление, выросло и дошло до 8 миллионов киловатт-часов в сутки. Это большое число. Раньше, например, лет 5 тому назад, она была где-то в районе 6 миллионов, 6,5. Это какой процент от общей выработки электроэнергии? Ну вот на зиму это почти 100%, 95, 7, 9, вот так почти 100%. А летом? Отвечая на, вероятно, самый актуальный вопрос, заданный от имени всего абхазского общества, какова польза от веерных отключений, Гия Хуго сказал, что рассчитывали, конечно, на большее. Всего потребление удалось снизить на 1 миллион киловатт-часов. Примерно. Вот тоже дело, конечно, но это недостаточно. Мы, когда вот месяц тому назад письмом обратились в Черноморэнерго, там отмечали, что если мы хотим до конца марта протянуть работу ГЭС, да, мы должны были снизить до 5,2 миллиона киловатт-часов за сутки. Но этого не удалось, потому что, понимаем, что холодно, в основном для отопления вот эта энергия применяется. Выяснив, что на февраль энергетики точно рассчитали количество воды в Джваре, осталось узнать, что же нас ждет в марте.
Ну, это зависит от природы. Я не могу ничего сказать. Если поводок начнется с 15 марта, может быть, в обычном режиме будет энергия. Но если не начнется, то придется закупать. Откуда? Это уже вопрос не ко мне, так сказать. Кто закупит, во сколько и так далее. Когда стройка только начиналась, планировалось целых 2 деривационных туннеля диаметром 5 метров каждый. Однако позже было решено соорудить лишь один, который функционирует сегодня. Его диаметр 9,5 метров. По проекту реабилитации предусматривался ремонт туннеля. Однако для этих работ он был остановлен лишь на 3 месяца. Туннель мы в последний раз смотрели в 2006 году, когда был ремонт по проекту реабилитации, значит, предусматривался ремонт. Да, деньги мы отремонтировали, но, к сожалению, туннель был остановлен всего лишь на 3 месяца. А там проблем гораздо больше, чем 3 месяца не хватает для капитального, хорошего, полного ремонта. Надо гораздо больше времени. Но, к сожалению, восстанавливать этот ГЭС невозможно. Ни грузинская сторона не может, и тем более абхазская. Генеральный директор Ингургэс Ливан Мибоня рассказал, в чем он видит решение проблемы абхазской энергетики. Для него это счетчики, которые могут упорядочить потребление электроэнергии. Я говорю, что если будут счетчики и будут задействованы, то потребление пойдет вниз обязательно. То есть вы считаете, что единственный выход – это уменьшить потребление? Я вам говорю, если этого не будет, через 2 года Абхазия не будет иметь света. Или будет иметь в день 5-6 часов максимум, не больше. Отвечаю за свои слова перед любым экспертом. Нет, Ингургэс может работать на полную мощность. Но обеспечить потребности Абхазии Нет, все равно не получится. это зависит от ресурсов, от воды. Я вам говорю, водохранилище аккумулирована вода, которая эквивалентен электроэнергии 574 миллиона киловатт-часов. Правильно я говорю, да? 574 миллиона киловатт-часов. Если учесть приток от ноября до середины апреля, до поводка, это в среднем 50 кубов, в зависимости, ну там в сентябре, в октябре чуть больше, потом в ноябре меньше, в декабре, январь вообще очень мало. Это еще дополнительно 300-350 миллионов киловатт-часов. В итоге... Позже группу журналистов провели в стену арочной плотины, а специалисты ГЭС рассказали подробнее о внутреннем устройстве гидроэлектростанции. И они потом соединяются через 450 метров и входит вода в тоннель, который диаметр 9,5, а протяженность 15,5 километров. Она уже в Сабирию падает, эта вода на турбинах и вырабатывается электроэнергия. 2 башни, они служат 2 плоских затворов, подъемники 2 плоских затворов. При ремонте мы его закрываем. Туннели, да, из-за безопасности. Здесь стоит 2 башни, которые обслуживают 2 плоских затворов. Но есть у нас помещение дисковые затворы, где стоит 2 6-метровые дисковые затворы, тоже закрывают. При ремонте мы их закрываем и так проводим ремонтные работы. В здании управления затворами мы поднимались долго, несколько лестничных пролетов дались нелегко. Однако это того стоило ради знакомства с важнейшим элементом оборудования любой ГЭС – затворы, устройства, позволяющие регулировать пропуск воды через сооружение гидроэлектростанции. От надежности затворов напрямую зависит безопасность эксплуатации всей станции. Находится тут у нас 5-7 отсеков, 7 секций, где находятся по 2 затворы. Затворы у нас служат для регулирования воды, водохранилища. Ну, параметры как где-то 450 кубометров в секунду пропускает, когда у нас полное водохранилище. Отметка 510 от уровня моря. Ну и регулируется она 2 заторами, как я сказал. Один аварийно-ремонтный, второй рабочий. Первый открывается аварийно-ремонтный затор до конца и регулируется рабочим затором. От зависимости уровня и давления воды и пропускается лишняя вода. Дежурный пункт Ингургэс был самым долгожданным в экспедиции на гидроэлектростанцию, ведь именно там находятся датчики измерения воды. С момента нашего приезда на плотину до спуска сюда прошло около 4 часов. Изменился и уровень воды.
438 до 437,93. Зафиксировав цифру, мы направились к Колорскому ущелью, где выходит наружу деривационный туннель. Его длина 15 километров, и ежесекундно из-за ветхости дренажных сооружений теряется 10 кубов воды. Ну, есть фильтрация, когда вообще фильтрация есть после ремонта, тоже вот после пуска сразу какая-то маленькая фильтрация была, потому что это в бетоне, не в металле. И вода чуть-чуть есть, мы можем посмотреть там по деривации, но ежегодно эта фильтрация увеличивается. Сейчас, например, в материале 6 кубов в секунду по всей продолжительностью. Сейчас теряем уже 10. В советское время Ингургэс не использовалась как основной источник электроэнергии, питающий Абхазию, Западную Грузию и весь регион в целом. Миссия Ингургэс была совершенно другое. В советское время при налаженной энергосистеме Ингургэс работала лишь на покрытие дефицита мощности при аварийных ситуациях и в пиковые нагрузки. После развала Советского Союза механизм работ ГЭС, выработанный десятилетиями, был разрушен. Ткуарчал ГРЭС, перепадные ГЭС 2, 3, 4 были остановлены. Более мелкие объекты прекратили свое существование. Для реабилитации всей этой системы необходимы большие инвестиции. Финансовые возможности нашего государства едва ли сравнимы с теми суммами, которые необходимы для восстановительных работ. Будущее абхазской энергетики достаточно давно не несет в себе никакой перспективы. Однако гражданское общество зачастую вникает в процессы, лишь непосредственно столкнувшись с ними. Что же касается уровня воды в плотине, то, вероятно, здесь действительно остается надеяться только на природу и, подобно древним языческим обычаям, просить о чем-то высшие силы. Элеонора Гилаян, Рамо Камке, Абазатова.